Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую вас на канале реалити ХРЦ-Ай, Human Rights Center Ичкерия. С вами снова я, Орти Аслан. Сегодня 26 ноября 2021 года, 21:00 по Берлину и 22 по Джахару, соответственно. Ну или 23. Я еще не проверял. Приветствую вас, друзья. Так, комментар. Маш дойл, все будет Ичкерия, дейлер салам ашал олю, Та Хамзат, ва алейкум ассалам. Елев довели, ассалам алейкум, добрый вечер всем. Довели, ва алейкум салам, добрый вечер, вас приветствую. Сварог, Удабайка, спасибо за поддержку. Сергей Бабунич, приветствую, витаю, Сергей. Так, свобода или смерть. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Свобода или смерть. Враг будет заново разбит, все будет Ичкерия. Да, Алмула. Так, Маш Воварсан, Хоми, Ваш Аслан, все остальные бездой. Дейлер салам Машал. Хуй, леди, хо, йогай, Маш. Так, соберемся потихонечку, да? Так, все, кто заходит, сразу покупаем билетики, ставим лайки, то есть... А то за безбилетный сейчас придет этот наш модератор и безбилетников будет проверять у тебя билеты и выдворять. Эльси ночи, массу маш дуэль. Машал хил Эльси, о маш уэль. Дилер машал хил, амин. Так, почитаем ваши комментарии. Так, у меня 2 билета. Как это у тебя 2 билета? Ты с собой кого-то пригласила, да? Окей, Дюн. Так, одну минуточку. Так, где Анчаша? Так и не позвонил. Да, Алам Эйлер у нас то. Ахитарян, дагамца до Сомали дичь. Добрый вечер всем соратникам борцам с империей зла. И вот у нас начинаются проблемы с интернетом. Начинаем зависать. Так, мы опять зависаем. Так.
Зависли, да? Так, давайте сделаем по-другому. Так, мы зависли, да? Все, вроде бы. Теперь я не вижу ваших вопросов. Просто у меня белое все. Вот где на экране у меня где ваши вопросы, и я этого ничего не вижу. Интересно, конечно. А, вот, появились. Так, как найти? Ва алейкум ассалам. Фриман, Машвовель, США, Америка, ва алейкум ассалам. Шавига, Машвовель, шо. Братья и сестры, приветствую вас. Так, Борис, добрый вечер. Кривой Рог смотрит. Приветствую, витаю вас, Кривой Рог. Борис, приветствую. Как-то так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Приветствую вас всех, говорит как-то так. Так, Сергей Бамыч, у меня вопрос. На твой взгляд, молодое поколение в ЧРИ достаточно ли знает про подвиг своих отцов, дедов по защите Родины от рашистов? Я думаю, недостаточно знает. Именно вот этот пробел мы пытаемся восполнить. Вот, сегодняшней, в том числе, передачи мы хотим донести до нашего молодого, в первую очередь, поколения, как развивались события, что этому предшествовало и какие подвиги совершали наши славные сыны нашего Отечества. Так, у нас зависание, да, идет? Скажите, у вас связь обрывается, у меня объявляется. Да, Висни в последнее время целый день до эфира спокойно смотрел это без проблем. Но это, леди, не твой интернет, а мой. Вот тут дело в этом. Дело в этом. И немножко опять зависаем. И опять зависаем. Я здесь болел Саламашал, Дума Серга, Во, Дели Саламаш, Раслабек, Тутай Машволь. Так, среди завербованных танкистов оказались участники октябрьских событий в Москве 93 года. Вербовкой занимался начальник Московского управления ФСК Евгений Севастьянов, как заместитель Степашина. Да, совершенно верно. И в расход пошел, его сняли с должности, а именно его. Степашин поднялся по карьерной лестнице. Так. В Грозный вошли 40 танков, 4 из них сумели покинуть город. Какая-то часть подбитых танков впоследствии была отремонтирована пленными танкистами и вошла в состав вооруженных сил ЧРИ. Владимир Рабинович, Соломчик, Шалом, Владимир, приветствую тебя. Так. Ну, давайте тогда я вам расскажу про те события, которые были. Ну, нам и Фриман сейчас тоже рассказывает. Грачев, если бы воевала российская армия, то, по крайней мере, одним парашютно-десантным полком можно было бы в течение 2 часов решить все вопросы, сказал Грачев. Давайте посмотрим, как развивались события. Тем временем Дудаев продолжает обвинять российские спецслужбы во вмешательстве во внутричеченские дела. Пока мы требуем, чтобы российское руководство
свой разум затуманенный, немного головы остудили. А если они не сделают это? Если не сделают, ну что ж, тогда будем драться на смерть. Москва подобные выпады игнорирует и продолжает вооружать оппозицию. Вот в этой столичной гостинице «Пекин» располагалась штаб-квартира антидудаевской оппозиции. Столица Пекин — это такая известная ГБшная гостиница. Гостиница Пекин — это такая ГБшная известная конспиративная гостиница, где в основном собирают все гибнюки всегда. И вот там они собирались. Давайте. В Моздок прибыла большая группа переодетых в гражданку офицеров-танкистов. Добровольцев собрали в подмосковных частях. После доукомплектования экипажами колонна танков, прибывших с Дальнего Востока, пересекла границу Чечни. А уже через сутки, 26 ноября, они вошли в Грозный. В результате уже к полудню, когда танки с российскими экипажами достигли центра города, все разрешилось практически молниеносно. Эти кадры, итоги той операции, обошли все мировые телеканалы. Это вот называется Российская Федерация, Краснодара, Свердловска. Пусть сами задают вопрос, пусть они отвечают. Киева есть. Подобного удара в Москве не ожидали. Этих пленных танкистов Дудаев использовал для шантажа Москвы. Дудаев использовал, говорит, для шантажа Москвы задержанных пленных людей, которого показал камере, на камеру журналистам, и сказал, что это российские военнослужащие, танкисты, действующие офицеры, военнослужащие, которые заключили контракт, то есть наемники в чужой стране, и он их, оказывается, Дудаев их шантажировал. Давайте посмотрим на тех, кем шантажировал Джохар Мусаевич. На состоявшейся в Грозном пресс-конференции он представил их иностранным и российским журналистам. Капитан Крюков Андрей Васильевич, войсковая часть 01451, город Столичный город, Московская область. Капитан Шихалев Александр Николаевич, войсковая часть 4362, город Нарафаминск, Кантемировская дивизия. ФСК, отвечавшая за эту операцию, хранила... Вот главный преступник. Один из главных преступников. Молчание. Министр обороны Грачев вообще вот заявил, два что других. не могло быть в Чечне. Я смотрю телевидение, там и вроде пленные там захвачены, и еще кто-то. Я единственное знаю, что с каждой стороны, и на стороне Дудаева, и на стороне оппозиции, воюет большое количество наемников. Тем самым Грачев отказался от своих офицеров. Пленные остались бесхозными. Узнав о том, что министр обороны высказал неведение об их участии в штурме Грозного, его люди негодовали. Иванов Валерий Александрович, войсковая часть 01451, город Солнечногорск. Хочу от всего сердца передать пламенный привет своему министру обороны, который от меня отказался. В российских СМИ танкистов сразу же окрестили наемниками. И это было величайшей подлостью этой войны. Дудаев предъявил ультиматум, в котором пригрозил Москве через 72 часа расстрелять пленных, если та не признает их своими военнослужащими. Ельцин ответил встречной угрозой. Дал Дудаеву 48 часов на разоружение незаконных формирований. Ситуация развивалась стремительно. Перед угрозой вторжения извне чеченцы объединились вокруг своего президента. А в Москве на третий день после трагического штурма 29 ноября в Кремле состоялось совещание Совета Безопасности. На нем пришли к выводу о неизбежности решения конфликта военным путем. У них была задача в начале, как это было сейчас в Украине, да, и в Крыму, и потом на Донбассе, под видом каких-то недовольных новой властью жителей страны, республики, под видом они должны были создать видимость такой оппозиции. Никакой, как об этом говорил Джохар Мусаевич, никакой программы, никакого видения, перспектив у них не было, кроме одного, развития республики, у так называемой оппозиции не было, кроме одного, это вхождение в состав России.
То есть это были чистой воды коллаборанты, это были изменники Родины, которые за деньги, с оружием России, за деньги России, с оружием России, с танками, тяжелой техникой прикрывали это все дело авиацией. Я вам сейчас тоже покажу, как авиация бомбила, как сбили самолет наши. И никакой оппозиции они из себя не представляли. Это то же самое, что происходило в Крыму и на Донбассе. Просто один в один, если вспоминать события 27-летней давности. К большому сожалению, тогда мир очень вяло реагировал. И вот сегодня мы пришли к тому, к чему пришли. Давайте досмотрим этот ролик. На следующее утро якобы неопознанные самолеты бомбили Грозный. А через 1,5 недели началась война. 31 декабря российская армия принялась штурмовать Грозный. Потери федералов были ужасные. Они не федералы, конечно, это самые настоящие оккупанты. Федералы их называют только... Они сами себя называют федералами. Давайте посмотрим, как их доставали, этих... Это с канала Freedom. От 19 сентября 2018 года. Пленные, их там неты. Так будет понятнее. 5 подписали контракт в своих полках с представителями Федеральной службы контрразведки. Только из Кантемировской дивизии в Чечню через Чкаловский моздок прибыло 22 человека. За участие в штурме Грозного русским военным было обещано от 5 до 6 миллионов рублей каждому. Солдатам досрочное увольнение в запас. С прибытием в Толстоюрт российские танкисты были отданы под командование неподготовленных в военном отношении людей. Это решило их судьбу. Как будет нам всем тяжело потом вылезти из той клаки, в которую нас затянуло ФСК уже в России, где мы будем, с одной стороны, нас будут называть наемниками, что мы пошли на мирный город на танках. С другой стороны, нас могут назвать и предателями со стороны ФСК. Наша задача выжить. Не здесь выжить, а там выжить. Уже в России. Сейчас крупно вам повезло. Эти ребята, что... Так. Вот так события развивались. Техники заехало около 40 танков, и по некоторым данным чуть больше. Еще несколько там БТРов, по-моему, было. И на легковых машинах, на грузовиках была пехота. Танкисты, вся техника, все это обслуживалось, управлялось русскими. А сверху и на грузовиках, на легковых автомобилях были так называемые оппозиционеры. В основном, вот я могу рассказать об одном человеке, о котором я знаю, который повелся на автомат. Выдавалось оружие, и он куда-то в Наурский район, что ли, или в Урус-Мартановский обратился вот в эти коллаборантские вот эти отделы, где ему дали автомат, рожки там и так далее. Он все это собрал, они были сверху, по-моему, на танке или на каком-то грузовике, могу ошибаться. И вот когда они заехали в город, он спрыгнул с грузовика, сказал, что ему срочно надо отойти, и быстренько дворами убежал. В принципе, были такие люди, которые были настроены против Дудаева. Дудаева обвиняли в какой-то там, что он работает там на российскую разведку, хотя с российской техникой они поехали туда. Многие были обмануты, потому что Автурханов, Гантемиров и другие предатели своего народа, эти люди представляли Дудаева врагом чеченского народа, и они защитники чеченской власти, чеченского народа, точнее. И ситуация была такая, что люди, обманутые люди, которые реально думали, что Дудаев плохой, что Дудаев там себе там зарабатывает деньги, что вот он там прислан как генерал советской армии. И
когда произошли все события, их встречали, вот эту так называемую оппозицию, их там нетов, встречали абхазский батальон Шамиля Басаева, так называемый абхазский батальон, который в течение дня, даже нескольких часов, просто невероятно было, как удачно все это сложилось. Были они просто на голову разбиты. И были задержаны вот эти русские наемники. После этого многие чеченцы поняли, что Автурханов, Гантемиров и Хаджиев, кто там еще был, Доку Гапурович, Заугаев, вот эти люди являются предателями и коллаборантами. И тогда у Дудаева поддержка выросла. И сейчас я иногда удивляюсь, почему люди вот так не верят, когда они очевидные вещи им рассказываешь. Ты говоришь, что вот смотрите, здесь есть подрусские, да, предатели, которые там, прикрываясь именем наших героев, религии, начинают нам сказки вешать, а на самом деле работают на русские. И когда люди не верят, я удивляюсь лично, как же так, ну насколько может быть человек не воспринимать какие-либо вообще факты, которые ему говорят. И вот смотря вот эти кадры, я вспоминаю, да, можно, даже президента, даже когда есть телевидение, даже если говорят люди, что это Гантемиров, Автурханов, Заугаев, это все предатели. Хотя Заугаева так особо не светили, тогда выступал в главной роли Автурханов, бывший мент из Советского Союза, откуда-то не из Чечни, которого направили. Ну, все они были агентами российских спецслужб, ФСК. Все равно люди верили и думали, что Дудаев реально прислан. Теперь мы знаем, просто по истечению вот этих 27 лет, мы знаем, что Джохар Дудаев не построил себе замков, его сыновья не богатые люди, да, где-то там, ну, он вообще не богатый. Алла Дудаева тоже не богатая, его супруга. И мы знаем, что Джохар Дудаев не был коррупционером, что он не для себя все это делал. Он это делал для народа. Ну, даже сейчас находятся люди, которые пытаются в его сторону бросить камень. Но это сейчас в его сторону бросает камень, но это просто уже явные просто коллаборанты. А нормальные люди уже поняли, что Джохар Дудаев, конечно же, беспокоился о своем народе и пытался как-то спасти свой народ и вывести наше государство. Еще раз здесь стоит напомнить, об этом почему-то очень мало говорили наши лидеры, видимо, потому что это не имело такого большого значения, все прекрасно все понимали еще тогда, что Чеченская Республика никогда не входила в Российскую Федерацию. Вот сегодняшнюю демократическую Российскую Федерацию Чеченская Республика никогда не входила. Чеченская Республика вышла из состава Советского Союза наравне со всеми республиками, которые вышли, да, союзными республиками. Союзные автономные республики, Чеченская Республика была в составе РСФСР, она имела ниже статус, чем Союзная Республика. Вот так решили наши завоеватели, оккупанты, и что вот у нас должно быть меньше прав. И первым чеченцем, который возглавил Чеченскую Республику, был Заугаев. До этого никогда ни чеченцам, ни ингушам Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику не разрешалось возглавлять. Заугаев был очень, видимо, проверенный и верный человек, раз ему позволили. И вот произошли события, и Чеченская Республика вышла из Советского Союза наравне, как я сказал, со всеми республиками. И в 1994 году, в 1992 году Россия устроила геноцид ингушей в пригородном районе для того, чтобы тянуть Чеченскую Республику в эти разборки. И еще очень важный момент, который стоит нам отметить, что очень важно для Запада, когда Запад поддерживает нас,
поддерживать одного лидера. И Джохара Дудаева поддерживали, особенно после вот этих событий 26 ноября. Хотя и до этого, конечно же, у Джохара Дудаева были очень верные люди, которые верили ему, верили, что этот человек искренен, что этот человек нашу страну, наш народ приведет к свободе и независимости, что и государственности, что он в принципе и сделал. Но Россия имела другие планы, и она, как обычно, выбирает самую слабую жертву и начинает уничтожать эту жертву. Вот Джохар Дудаев в 1992 году устроили геноцид ингушей, и все это время было много боестолкновений на территории Чеченской Республики, на территорию Чеченской Республики Ичкерия забрасывались диверсионные банды разных террористов из тюрем, вербовались чеченоговорящие, такие как Руслан Лабазанов и другие, которые под видом, опять же, Руслан Лабазанов, такой был один бандит, который под видом патриота, ичкерийца, даже добрался чуть ли не стал в охране Джохара Дудаева был. Ну, под разными предлогами этих людей подводили к Дудаеву, и Дудаев быстро вычислял, отсеивал, но после этого, после того, как он выкинул этого из своего окружения, этого Руслана Лабазанова, тот уже открыто начал заниматься бандитизмом, вымогательством, из Москвы получал информацию о разных богатых людях, в Чечне получал информацию, вымогал деньги, убивал людей, грабил, ну и так далее, и так далее. И в конечном итоге, конечно, он был нейтрализован. И это тоже очень полезно не только для чеченской молодежи, это полезно и украинцам, которых сейчас точно так же сейчас раскачивают эту лодку. И в отличие от тех событий, когда Джохара Дудаева поддерживали, Дудаев был сам очень грамотный, стратегически мыслящий человек. Он открыто не помогал Ингушетии, хотя все его за это обвиняли и так далее. Ну, Руслан Аушев его в этом не обвинял, по крайней мере. Но провокаторы разные обвиняли, что вот там Джохар не помог ингушам и так далее. Хотя на самом деле поддержка со стороны была. Приходили старики из Ингушетии, приходили из Чечни, ну, из самой нашей страны приходили и просили помощи. И нужно было, чтобы Джохар дал это согласие. Для того, чтобы обвинить, что вот Чечня вмешивается в внутреннее дело России и иметь повод для вторжения в Чеченскую Республику. Когда же уже после гибели президента Дудаева, уже когда у нас был новый президент Аслан Масхадов, Аслана Масхадова так народ не поддерживал, это во-первых. Во-вторых, его соратники и товарищи разделились между собой по разным причинам, где-то по объективным причинам, где-то по вообще ненужным, маленьким, вообще ничтожным причинам, разругались, появилась коррупция. Коррупция — это просто было разочарование чеченского народа, когда люди видели, что власть имущие очень хорошо себя чувствуют, в отличие от бедной, обескровленной после тяжелой войны. Чеченский народ, проводились митинги против Аслана Масхадова, что тоже не способствовало укреплению чеченской государственности в это время. Да? Я не против митингов, конечно, но постоянный митинг стоял в центре Джохара, тогда еще города Грозного, или уже Джохара, куда пришел Аслан Масхадов, и ему сказали люди: вот ты и твое окружение шикуют, а мы здесь голодаем. Реально голод практически наступил в Чеченской Республике. Не практически, а фактически уже был голод. Люди голодали, Россия со всех сторон объявила блокаду. В это время одновременно появились разные религиозные течения, точнее так называемый ваххабизм,
который по российским брошюркам, напечатанных в Казани, в Москве, обучали людей, засылали туда людей, и эти люди всячески не способствовали укреплению. Аслан Масхадов был неопытным, очень опытным военным, очень грамотным военным был, но был неопытным политиком и человек, который пытался как-то договориться со всеми. Договориться со всеми не получалось, и Аслан Масхадов совершил, он шахид, он газовать погиб, дал ему газу тяву. Он до конца прошел путь, он был верен своему народу, но при всем при этом Аслан Масхадов метался с одного края в другой, летал в Америку, в Англию, после этого заигрывал с ваххабитами, с саудитами и так далее, вместо того, чтобы тот демократический правовой путь, который выбрал Джохар Дудаев, вести его. Это я связываю еще с тем, что то большое количество уже молодежи, которое было уже этой и новой идеологией ваххабизма, которая очень легко принималась, очень легко, потому что духовное управление мусульман, оно было полностью дискредитировано, это был отдел КГБ, и Аслан Масхадов пытался как-то возглавить вот это все дело, и в конце концов оказался вот в этой среде, где мир уже в принципе посчитал, что мир, которому нетрудно было в меру своего лицемерия, своей личной личные выгоды отдельных чиновников. Нетрудно было отказаться от помощи. И после Первой войны западный мир, Соединенные Штаты Америки, они считали, что чеченцы должны быть благодарны Западу, и что мы должны всячески как-то в их сторону идти. Ну, как-то Аслан Масхадов сказал, что, вот, мне буквально вчера об этом рассказывал еще один человек, что нету разницы между Америкой и Россией, типа мы должны там, ну, какая разница. Это быстро донесли до американцев, и та гуманитарная помощь, которая выделялась нам, она была наполовину, она была уже, в принципе, готова к выделению, но потом она была остановлена. И вот из-за политической безграмотности наших руководителей мы скатились к тому, к чему скатились. Это суровая правда, которую хотят люди или нет, ее придется услышать. Так, а теперь я вам покажу продолжение событий 26 ноября 1994 года. Российский истребитель сливается. Ну, вот такие вот события разворачивались тогда. И вот потом приезжали в Чеченскую Республику разные депутаты российские, которые пытались вытащить своих пленных. Дудаев сказал, что он расстреляет, на площадь выведет всех вот этих, если Россия не признает их своими солдатами, своими офицерами пленных. И тогда
русское общество зашевелилось, в первую очередь, наверное, родственники задержанных, пленных. И прилетели депутаты и разные правозащитники. Конечно, Дудаев не собирался никого расстреливать, и он передал их, добился того, чтобы подтвердили, что Россия напала на Чеченскую Республику. И через 2 недели, грубо говоря, 2 недели, 11 декабря 1994 года русские открыто пошли уже с 3 сторон колоннами на нашу страну. Так, давайте почитаю ваши комментарии и потом обсудим еще темы. Ангел-предохранитель. Асна Шура-Мура решила за нас нашу судьбу. Весь народ станет шахидом. Да. Ну, знаете, те события, которые были уже во время войны, это уже чуть-чуть по-другому нужно к этому относиться, друзья. Мы должны искать точки соприкосновения друг с другом. Да, да, были колоссальные ошибки. Спасательная операция в Басаево, в Дагестан, она тоже была колоссальной, можно сказать, колоссальной ошибкой, хотя это и не послужило поводом к войне, и русским пришлось взрывать свои дома в 1999 году. Но при всем при этом, конечно же, не следовало туда идти, тем более такой фигуре, как Шамиль Басаев. Потому что Шамиль Басаев мог сложить, он и сложил себя все полномочия, но это не какой-нибудь чмошник Гиркин был. Это герой чеченского народа был, это всем известный кандидат в президенты, бывший премьер-министр, генерал. Поэтому, что бы ни говорили, конечно же, люди видели, что Шамиль Басаев это такая уже стала весомой такой фигурой в чеченском политическом истеблишменте. И, конечно, это была такая политическая ошибка, мне кажется. Но, опять же, уже когда события развивались потом, ошибки совершали все, да, я просто сейчас всех не буду, сейчас вечер обсуждения их ошибок, которые там были, совершали все, и ныне живущие совершали, и до сих пор они их совершают, но в том числе и бездействием, да. Во время войны все равно события развивались по другому уже сценарию, и нужно было как-то выходить из ситуации, которая сложилась. И вот случилось то, что случилось. Наши ошибки, они тоже были, и мы об этом тоже должны сказать. Это, конечно же, русские бы напали бы на нас в любом случае, они бы нашли бы и другой повод, вероятно, если хватило бы мудрости нашему руководству, возможно, маленькая, конечно, вероятность, что и, может быть, и не напали бы. Но что случилось, то случилось. Давайте почитаю ваши комментарии. Фриман антипутинизм. В Моздоке на базе Арсенал русские контрактники изучали танк Т-72, поскольку сами в основном были специалистами по Т-8. Всего контрактники получили 40 абсолютно новых танков. 40. Ну вот, они пытались войти этой колонной, несколько сот или тысяч человек их там было. В основном все разбежались, конечно, так называемая оппозиция, а остальные были пленены. Так, Фриман антипутинизм. ФСК занимались информационным обеспечением. Минобороны разрабатывал непосредственно военную часть операции. Военная контрразведка искала добровольцев для штурма Грозного. Так, перед штурмом всем добровольцам присвоили псевдонимы, отобрали документы. В общем, попытались скрыть все признаки российского происхождения. Танкистам было запрещено высовываться из машин для демонстрации окружающим своих лиц русской национальности.
Да, и после того, как все узнали, что они русские, у Дудаева прибавилось сторонников. И сейчас то же самое происходит. Сейчас тоже они под видом борцов за интересы чеченского народа тоже прикидываются оппозицией. Там, а в итоге потом мы выясним, когда провокация произойдет, некоторые просто полезные идиоты нам не верят. Будет потом видно, когда маски будут сброшены. Ангел-предохранитель. Масхадов сдал позиции товарищам из ФСБ, то есть Шура-Мура. Да, в этом тоже я в определенной степени могу согласиться, потому что за религиозным этим течением все-таки торчали длинные уши ФСБ. Хамзат Гилаев. За конюшни рассказывали как анекдот, что у Джохара растащили все кирпичи, которые были привезены для строительства дома. Да, Хамзат, я слышал, что за конюшни Джохару строили дом. Кто-то из его друзей, знакомых или кто-то, просто помочь. Ни на деньги Джохара, ни украденные деньги. Просто потому что Джохар он всю жизнь жил в России, там по гарнизонам, по воинским частям, и когда приехал в Чеченскую Республику, он жил в доме, в чеченские дома, бывает там большой дом, рядом пристройка как летний дом, но он летний только так, условно говоря, потому что там и тепло, и печка, все имеется, отопление. Он жил в одном из маленьких пристроек, в маленьком доме своего брата, в своем отцовском доме, я так полагаю, он жил. И у Джохара ничего не было. Джохар был абсолютный, русские сами признавали, он был бессеребренником. И за это его любил чеченский народ. Когда люди видят, что грабят, воруют, да, тогда неохота просто поддерживать такого лидера. И многие разные слухи ходили про разных наших лидеров, и про коррупцию, и про его окружение, которое хапало деньги, и до сих пор сейчас упакованные, да, не так, как раньше, конечно, кормиться сейчас в Ичкерии не получается, сейчас другие там кормятся, но много людей кормилось, и мы будем, если будут некоторые там выпендриваться, мы расскажем кое-что. Так. Другой аккаунт. Оппозиция, партия и так далее. Все это вредно для государства. Нужна одна партия власти и все. Когда будет возможность противостоять всем нынешним врагам, можно и оппозицию поиграть. Но осторожно. Тогда это не демократия. Тогда это не демократия. Это тогда уже диктатура. Просто нужно поднять уровень грамотности нашего народа. Я помню, как 26 ноября в себе переборол страх, был из первых ранен. Обидно, честное слово, остался без трофея, то есть ни с чем. Аслан Лорс. Да, Аслан Лорс, я тоже 26 ноября, правда, я был в Петропавловске и вечером только вернулся в Грозный. И 27-го я его, этот Грозный, облазил уже весь вдоль и поперек. Так. Арслан Акинец, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чечня не Россия. Сегодня в чатах стремительно распространяют радикальный ваххабизм. Абдурахманов и Халитова стремительно распространяют радикальный ваххабизм. Знаешь, работают по программе. Что им еще делать?
как-то надо донести до западного американского мира, что они имеют дело не с русским человеком, а с бешеным зверем в облике русского человека. Но Чингисхан, не русский человек тогда уж скажем, а КГБшный человек тогда. Потому что мы должны немножко быть аккуратны в своих... Ну, по крайней мере, я, как публично выступающий, я должен быть. И вы можете, конечно, каждый имеет право на свое мнение. Секрет Трумпетер. Я слышал, что Ахмад Кадыров был одним из людей, благодаря которым началась война в Чечне. Конечно, абсолютно верно. Ахмад Кадыров. У меня, знаете, я задавал вопрос некоторым нашим здешним старшим, скажем так, которые тогда были у власти, почему Ахмад Кадыров, которого Яндарбиев называл агентом по кличке Адам, агентом российских спецслужб по кличке Адам, находился рядом с Масхадовым. Ну и мне объясняют, что типа он изменился там и так далее, что вот он туда-сюда, потому что в этих исламских учебных заведениях нельзя было по-другому окончить это заведение, что вот там и так далее. Кадыров Ахмад был агентом российских КГБ, и он был одним из, не единственный, конечно, одним из тех, кто предал свой народ, и да будет проклят он до 7-го колена, он и его все потомство, до 7-го колена, за то, что и каждый, кто предал свой народ, и каждый, кто перешел на сторону оккупанта и стал предателем, до 7-го колена будьте они прокляты. Я видел стены строительства дома Дудаева. Обычной средней руки был этот дом. Аргно. Масхадов набрал в свое правительство предателей и некомпетентных, которые к началу Второй войны сбежали или перешли на русскую сторону. Да, это тоже правда. Ангел-предохранитель. Джохар сильный был стратег. Джохар никогда не допустил бы Ширли-Мырли. Да, Джохар не допустил бы. Джохар четко знал мировую политику, ситуацию в мире, прекрасно понимал. А остальные были, ну, вот сейчас я это понимаю, но не хватило. И не только одному Аслану Масхадову. Многим не хватило нам. И двигало, разные были обстоятельства. Но мы сейчас не об этом, хотя нам нужно понимать, как все это было, чтобы следующие поколения не совершали тех ошибок, извлекать урок из ошибок. Это был очень дорогой урок, дорогущий урок, который мы до сих пор расплачиваемся за те ошибки, которые были совершены вот в это время. Секрет, чтобы опять мировое сообщество оставляло нас в лапах Кремля, говорит Чечня, не Россия. Чингисхан, если последнее слово будет за мулой, имамом и муфтием, свободу чеченцам не видать, только жертвы. Конечно, религия должна быть отделена от государства. Это строгое правило. Это не мы сегодня придумали, это не какое-то. Это поколениями люди пытались прийти к какому-то единому сосуществованию, мирному сосуществованию в одном государстве. Поэтому, конечно же, это очень важно,
чтобы религия была отделена от государства и не было вот разных провокаций. Особенно сейчас, когда у нас уже внедрены много агентуры. Так. Фриман Антипатидис. В первую войну народ поддерживал Джохара. Работало телевидение, выпускались газеты, и правительство работало с народом. Было обеспечение бойцов, чего абсолютно не было во вторую. Это тоже одна из причин. Уже после Первой войны главным и разрекламированный Россией пропагандистом или идеологом стал Мовлади Удугов. Его разрекламировали российские спецслужбы. Это мы сейчас понимаем, да, что один Удугов выиграл войну информационную, там рассказывали нам и так далее. И к Удугову, может быть, по этому поводу он делал то, что все говорят, что он работал на русских или еще на кого-то. Но надо отметить, что реально у нас не было никакого никакого информационного просвещения не было. Было вот религиозное просвещение. Вот надо срочно нужно воевать, нужно сражаться, срочно становиться шахидами. Когда война закончилась, нужно было говорить о созидании, а не о дальнейшей войне. Да, вероятно, напали бы снова, и русские не отстали бы от нас. Но мы могли бы сделать все возможное, если бы эти митинги походили бы в поддержку Аслана Масхадова. Ну, ни Аслан Масхадов не смог организовать эту поддержку, потому что, как правильно сейчас сказал Фриман Антипатидис, вокруг себя он всех предателей и казнокрадов собрал, которые вокруг были, большинство, и которые все сбежали. В основном все сбежали. И по факту ничего уже не было для того, чтобы люди поддерживали. А народ после изнурительной войны, который в первую очередь на себе, на своих плечах, да, русские-то убивали в первую очередь, бомбили, разрушали у мирных людей все. И потом устроили блокаду. И за это время не смогли организоваться. Да, это был короткий срок, это 2,5, меньше 3 лет это все продлилось. Но при всем при этом окружение, которое вместе побеждали в войне, было разобщено. Хотя все поклялись, что кого выберут президента, того поддержат. Но вот произошло то, что произошло. Это нужно нам все понимать и извлекать из этого ошибки. Поэтому мы сейчас не осуждаем никого, мы говорим об ошибках, которые были, которые мы по прошествии многих лет можем сейчас понимать и обсуждать и видеть, чтобы извлечь урок в следующий раз этого не было. Но по всей видимости, мы опять наступаем на те же грабли, потому что у нас нет информационного освещения наших событий, нашей ситуации. Да. Опять мы разделены, опять сидят люди, которые ничего не делают и ждут сейчас, что все должны к ним прийти на поклон и сказать: вот, мы будем вам служить там, давайте и так далее. Даже когда так к ним приходишь, они устраивают против вас подлости. Вот такие вот такая вот ситуация. Вот в такой ситуации мы находимся. Я, например, не рассчитывал это увидеть, когда сюда приехал. Я рассчитывал кому-то помочь стать, а получается, я должен идти впереди. Я впереди идти не собирался вообще. Я на это не рассчитывал. Я думал, у нас есть. Но у нас все сидят в стороне, все чего-то ждут. Сейчас что-то изменится, сейчас что-то будет. И потом сейчас
что-то мне свалится. И вот тогда я скажу, я был депутатом, я был генералом, я был этим, так, идите мне власть, я воевал и так далее. А война не закончилась, война продолжается, нас убивают, земля, страна оккупирована и так далее. Поэтому у нас очень много героев Оман-Си, у нас очень много еще живых, которые здесь есть, здесь в Европе есть. Есть депутаты, в Берлине у нас живут, разные министры живут, и не только в Берлине, по всей этой. Молодежь никто не готовит, ну, я не знаю, просто, видимо, рассчитывают, что вот само сойдет на нет, потому что, не знаю почему. Наоборот, некоторые говорят, что была ошибкой, вот у нас тут в Берлине есть министр, бывший министр, который говорит, была ошибкой, не надо было. Когда он был министром, тогда это не была ошибка, а вот сейчас это ошибка. Почему Масхадов не остановил Пухтия Чечни Кадырова? Он один из первых распространял российский ваххабизм. Вроде бы он против выступал этого российского ангела-предохранителя. Не так ли? Он вроде бы против выступал ваххабизма. Ваххабизмом занимались другие. Хусейн Исханов называет фамилию. Халимов такой был. Удугов был. Вот эти люди. А с другой стороны, как бы уже за традиционный ислам, как так называемый, суфийского толка, выступал Кадыров Ахмад. Вроде так было. Так. В Первую войну народ массово уходил на митинги, где русские убивали. Во Вторую войну этого не было, и 2 года многие военные группировки не подчинялись Масхаду. Их собрал Абдул-Халим, говорит Фриман, антипутинизм. Корлеон, Аслан, ты лучше работал бы, чтобы мир признал геноцид 1944 года. Нам, бедному народу, который живем на зарплату $200, живем дома. Корлеон, почему ты считаешь, если я буду работать на 44 год, ты должен ничего не делать? Есть решение Европарламента. Если ты живешь дома и хочешь $200, то, пожалуйста, поднимись, встань и сделай это тогда. Соберитесь, вас же там много. А то, что я говорю за сегодняшнее, про взрывы домов, про геноцид нашего, сегодняшний, который... За это вам там опасно. Но за 44-й вам не опасно. Поэтому давай попробуй помочь мне в этом. Возьми, вот ты предложаешь, лучше возьми этот фронт работы, я тебе доверю. А я буду заниматься вот тем, что я занимаюсь. Хорошо? Так. Первую войну Россия проиграла именно из-за патриотизма чеченского народа, а во Вторую войну никто не захотел стать арабом. Ангел-предохранитель. Ну, я не согласен, опять же, ангел-предохранитель. Вот, не до конца согласен с тем, что ты говоришь. Во Вторую войну не то, что нам не говорили, что мы становимся арабами. Да, были, которые одевали длинные халаты там и так далее. Но это были единицы таких людей. Их немного было. Нам просто сказали, что духовное управление мусульман Советского Союза, вот эти Дум, они КГБшники. Мы об этом все знали. И нам пришел чистый ислам. И наши лидеры в лице вот этого Халимова, в лице Удугова и других третьих-десятых, они нам рассказывали, что вот мы должны пойти таким путем, и только это наше спасение. Не было идеологии, не было понимания, куда идти. Или точнее, у них, видимо, и было понимание, но они вели туда, куда они хотели вести.
И куда мы пришли, мы видим. И вот все эти люди, в том числе и Закаев, который сейчас есть, который тоже с черной повязкой там ходил, там Аллах Акбар, там и все такое. Эти люди хотя бы сейчас должны это признать и как-то что-то сказать по этому поводу. Но, ну или оставить хотя бы вот эти свои вещи. Но это должны делать наши лидеры. Понимаете? А этого не делалось. Это не делалось. Вот в чем вся была проблема. Во Вторую войну героизма, наверное, было даже больше, чем в Первую войну. В Первую войну было единство, народ был более образован, потому что погибло очень много пассионариев образованных, потому что образованные люди, которые живут где-то в другом месте или у себя дома, но ничего не делают, от них тоже толку никакого для нашего государства и сопротивления. А вот те, кто сопротивлялись, они погибли. А во Вторую войну остались те, кого не убили по разным причинам. Кому повезло и кого не захотели убивать. А кто-то был своим агентом. И вот они нас вели в этом направлении. Мы стали похожими, вот когда читаешь Кавказ-центр того времени, ты уже 100% это Талибан. 100% вот как у талибов. Вот в этом направлении мы двигались. А с такими никто не хочет разговаривать. А народ, он же слушает, что ему говорят. Если бы все объединились и сказали, что Басаев был против вот этого радикализма, вот этого нового веяния в религии. Но потом, в конце концов, он тоже уже начал с ними коммуницировать. Разные группы получали деньги. Разные группы, вот эти ваххабистские, получали деньги. И у кого есть деньги, тот может содержать людей, одевать, обувать их там и так далее. Молодежь приходит, ей без разницы. Есть враг, и вот ему объясняют идеологию. Вот так ты должен. Ты должен сказать Аллах Акбар, ты должен сказать такую, так-то, так-то. И мы строим шариат, нам нужен вот этот флаг убрать волка, герб нельзя, потому что это изображение животного. Нужно написать там по-арабски там и так далее, и так далее. И это делали наши лидеры. Это наш президент делал, Аслан Масхадов это делал. Но это, допустим, военный флаг, военное время. Мадар дичам, да, дичам, гейн доллар, нохчума тадиц дизер. Но вайдиц диш дуар, вайдиц диш дуар. Цадич дейтл, шумшдецош. А то все герои, все хорошие, только почему-то мы 300 тысяч потеряли и сегодня абсолютно разобщены. И все герои, начиная здесь даже там 70-80-летние старики, которые тогда были у власти, здесь сейчас ничего не делают, сидят. Но зато они могут по скайпу поговорить, там в фейсбуке что-нибудь написать, там вот мы там это, мы там то. И все. Вот вся их деятельность. Никаких кадров они не взращивают. Цахум дешбат. Алца мышбу цаушбол, нахбу, аишбеш. Ну, короче говоря, вот такая вот ситуация. Но мы это будем исправлять. Мы это будем исправлять. В меру наших сил. Евгений, доброго вечера всем. В большинстве первые руководители были людьми с чистой душой и целями, а не стяжатели. А ошибки есть у всех, включая всех в том чате и вне его. В этом чате и вне его. Сделать выводы и двигаться дальше. Приветствую, Евгений. Да, правильно. Павел Рябов, вам правозащитником быть, а вы все про войны. Не вернуть уже ничего. Павел Рябов, мы есть правозащитники, а права можно защитить только если преступник будет наказан. Мы требуем наказать преступников. Именно этим и занимаемся. Фриман антипутинизм. Мы должны провести грамотный анализ ошибок.
Мы должны провести анализ ошибок, чтобы в будущем их не повторять. Без этого молодежь не понимает, где она может быть полезна для народа, чем пользуются ГБшные религиозные проповедники. Да, именно так. У этих чертей хватает совесть выводить из религии. Живут в Европе и хайпуют на религии. Тьфу, опять хотят нас загнать в это болото. Да. Лучше 2 здравомыслящих человека в деле, чем толпа шуры-муры. Аслан Лурд. Ури Машуойлу, алейкум. Поддержка ЧРИ прекратилась, когда Яндарби в нарушение Конституции объявил исламское государство, а Масхадов продолжил противостояние международному сообществу. Фриман антипутинизм. Другой аккаунт. С талибами разговаривать, но талибы дошли до конца. Дойдем до конца и с нами будут говорить. Но ты, наверное, вообще не в теме, раз ты считаешь, что с талибами разговаривать. Талибы, знаешь, как разговаривали? Разговаривали с правительством Карзая. Ты бы хотел бы, чтобы сейчас наше правительство село с Кадыровым и разговаривало? Не хотел бы. Вот такая же ситуация и тогда была. Американцы просто поняли, что их втянули в войну в Афганистан. Это была супер афера русских. Они, русские, стоят за взрывами 11 сентября в Нью-Йорке. Именно русские. Об этом говорит Боровой, Константин Боровой, что ему за несколько год или за месяцев до этого, или в 99 году или 2000 к нему приходил сотрудник ГРУ и сказал, что будет нападение на Америку с самолетами, будет удар по башням-близнецам, будет супертеррористический акт. Он об этом полетел в Америку, рассказал. И американцев тянули, американские спецслужбы были обмануты, или они хотели, чтобы их обманули. И руководство Америки объявило войну Афганистану и пошло туда. И талибы за эти 20 лет где-то там на границе с Пакистаном, где-то там прятались как могли и ничего не делали. Первое время было сопротивление, были бои, а потом сошло на нет. Американцы могли еще 100 лет там находиться. Еще 100 лет. Просто они закачивали туда деньги. Та власть, которую они там демократы, все такое, она грабила эти деньги. Разворовывались эти деньги. Там самолетами им деньги возили. Битком набитые большие американские военные самолеты грузили туда новыми долларами. Туда. Вот какая была ситуация. Талибы ничего не добились. Талибы это просто прикрытие, это просто фейк. Да, когда-то были талибы, когда воевали против афганцев, когда только американцы зашли против американцев, да, их всех вычистили, их всех и уничтожили, и так далее, и так далее, и так далее. И уверен, и агентура там уже среди них есть. Поэтому талибы сейчас там в Афганистане, сейчас они до голода доведут. Талибы начали с китайцами заигрывать. А ты знаешь, что китайцы устраивают геноцид уйгуров. Поэтому не надо смотреть туда, что кто-то... То, что сделали мы, не сделал никто. Смотрите на наш опыт. Талибы добились, это сделали. Я бы не хотел бы сейчас, чтобы с Кадыровым сели и разговаривали бы. Единственное, на какое условие я бы согласился, это
чтобы русские подписали договор и вышли. Признают они нас, не признают, это их сугубо их личное дело. Ну, чтобы они оттуда вышли. Но если они выйдут, вот талибы придут, такие, которые сейчас здесь в Европе сидят, нифига не делают, на кафирских, кефирских харчах здесь сидят, потом приедут и там нам будут устраивать шариат, будут устраивать теракты, как против Аслана Масхадова устраивали, под видом вот этих ваххабистов российские спецслужбы, полезно идиотов нанимали и вот устраивали вот эти свои провокации. Вот что было. И вот что будет. Поэтому нам нужно международное вмешательство. Без международного вмешательства мы не справимся. Концепция обусловленной независимости, которую предлагало наше Министерство иностранных дел в лице Ильяса Ахмадова, она была просто проигнорирована, и в том числе Ахьядом и Диговым, который за все это время только мог критиковать и ничего не сделал, ни к чему не привел. И вот сейчас мы пожинаем то, что мы пожинаем. Вместо того, чтобы хоть как-то пытаться договориться, находясь здесь, в Европе, ничего не делалось. Мы выкинуты из всех международных институтов. Идти путем талибов – это быть врагом своему народу. Вот как сейчас идут талибы. Это и как они шли. Хотя сейчас талибы уже не те талибы, которые были раньше. Вот. А даже сейчас эти, которые идут, они сейчас заигрывают откровенно с Китаем, который уйгурам геноцид делает, и так далее. У нас свой путь. Мы находимся в Европе, не в Азии. Нам нужно идти другим путем. Я так это вижу. Халаты полбеды. Втирали дичь, что можно жениться на двоюродной сестре. Ангел-предохранитель. Было такое, было. Аслан, когда в лексиконе очень много появилось арабский термин, даже сейчас официально документы Ичкерии проскальзывают арабские названия. Скажи, что ты об этом думаешь, США, Америка? Я считаю, что нам нужно использовать чисто чеченскую терминологию. Абсолютно, чтобы были чеченские термины. Есть арабские слова, так как мы все мусульмане, в нашем языке, который уже четко являются частью нашего языка, их использовать щаду. Так, конечно же, нужно арабское слово, если оно в чеченском языке, это одно, а если это ты религию втягиваешь сюда, это уже другое. Это я могу говорить от религии и так далее. А человек, который занимает государственный пост или претендует, что он занимает государственный пост, то он должен, конечно же, вести себя по-другому. Но, знаете, здесь нет преследования интересов народа. Здесь есть преследование использования народа. Здесь хотят возглавить, и чеченцы, как мусульмане, верующие люди, вот на это очень понимают, что ведутся, особенно по протяжению стольких лет пропаганды. И все пытаются вот под этим видом, тебя еще пытаются объяснить, там, учи религию, там. Вместо того, чтобы я религию учил, я ее учил, когда ты еще не знал, что такое религия. Могу я некоторым сказать. Когда еще там намаз не делали, да, я религию учил и знал. Вместо того, чтобы это, вы лучше бы какие-нибудь предметы выучили, лидеры, и сегодняшние, и вчерашние. Вот что я мог бы им сказать. Как найти? Давай, Аслан, ах вы мы оказываемся врага и народа, и религии. Как найти? Это говорит. Я не знаю, к чему ты это говоришь. Я не являюсь ни врагом, в отличие от многих. Я открыто поставил на кон безопасность своей семьи, тех, кто у меня дома находится, и занимаюсь тем, чем занимаюсь. И вот эти иногда у тебя очень провокационные такие вбросы бывают, которые очень подозрительно
мешают мне, например, вести мой стрим. Азда Асан, что-то делать надо с недоступностью канала в России. Нужно охват аудитории увеличить. Азда, да, они и другой мой канал заблокируют, если я начну делать. Да, мой канал заблокирован, потому что мы реально здесь говорим правду, реально мы мешаем им. Хотя некоторые мне говорят, что я работаю на Кремль, там еще что-то. За все это время только отмеченный саботажем и бездельем, да, люди говорят, ну вот, мой канал запрещен на территории России. У меня есть другой канал, у меня несколько других каналов, на которые я, может быть, перейду и буду потихоньку вести. Но этот канал мой уже раскручен, очень много списывается уведомлений, подписчики убираются снова, атака на канал не прекращается постоянно. Но если вы видите там 2-3 тысячи просмотров, можете быть уверены смело, в 2-3 раза это все срезается, потому что в том числе и отсутствие монетизации, что YouTube не предлагает, потом человеку не приходит уведомления и так далее. В этом плане, конечно, против меня ведется работа со всех сторон. Плюс она ведется не только русскими, но еще так называемыми и нашими, так называемыми, потому что их нашими назвать можно только с натяжкой. Потому что за все это время я вижу только палки колеса мне ставятся. Все время я вижу постоянно, я не знаю, с чем это связано, зависть, это, я не знаю, чему мне завидовать. Ну вот ведется вот такая деятельность против меня, со всех сторон ведется. Но я отношусь к этому спокойно, мне уже привычно это все, и будем продолжать делать. И наверное, ну есть вот канал «Чеченский след, Рязанский сахар», он все мои стримы перекладывает, все мои видео загружает к себе. Его канал пока не запрещен, я так думаю, в России. По крайней мере, пока он мне об этом не говорил. Ну, посмотрим. Надо как-то делать. Если вы не будете помогать мне в этом во всем, я один, конечно же, ну, я, конечно, не один, нас уже много, но, опять же, вот человек появился, который поминутно хронологию составляет. Очень большая поддержка в этом. Вот вы можете открыть в России канал или не в России, здесь где-то, и как «Чеченский след, Рязанский сахар». Но я должен знать этого человека, если он мои видео берет, чтобы как-то не получилось так, что кто-то попытается внедриться в наши ряды. Так, ладно, давайте. Так, Алена Гончарук нам пожаловала. Приветствую, Алена. Рад тебе. Аслан, ты должен быть невозмутим, Хамзат Гилаев. Да, легко сказать. Но я же невозмутим, я таким и буду всегда. Так, Асан, как думаешь, вот Грузия официально признала геноцид черкесов, у нее есть документы. Может ли она ознакомить с ними другие страны для того, чтобы они тоже признали? Например, страны Балтии. Ну почему нет? Конечно, может. Так, если работа против вас ведется, то значит вы делаете все правильно. Продолжайте двигаться в правильном направлении. Сармат. Именно так и дело.
Да, действительно, рост подписчиков вдруг остановился на цифре 31,5. Да, они постоянно отписываются. Каждый день прибавляются, и каждый день их мне отписывают. Я это все наблюдаю. Вы видите только 31,5, я вижу уже и десятерные цифры. Вот, работа ведется также. Я, например, писал ответ одному человеку, не помню кому, но из своих вот старых знакомых, которые вот у меня здесь есть, не помню сейчас точно кому. Ну вот, если не соврать, 3 или 4 или даже, может быть, 5 раз я писал комментарий, и он убирался. Опять пишу, опять убирается, опять пишу. В конце концов, я плюнул просто. Не буду отвечать ему. Может, он на меня и обиделся, что я ему не ответил. Но я просто уже не был занят, я там был на работе и не смог все ответить ему. Просто на своем же канале, со своего аккаунта захожу и не могу написать комментарий. То же самое происходит и у других людей. Один мне зашел тут, говорит, ты удаляешь мои комментарии. Я говорю, не удаляю. Здесь такое происходит. Может, и не удаляешь, но вот и вот с претензиями. И так люди просто отсеиваются потихонечку. Вот это тоже отсеялся. И вот такая вот ситуация происходит. Канал пытаются раздавить. Но самое главное наш посыл, он доходит до людей. Да, они вырывают из контекста, что я против мусульман, что я там засланный ФСБ там, и так далее, и так далее. При всем при этом вот это одновременно сопровождается, канал России мой запрещается, меня здесь преследуют, меня здесь пытаются там дискредитировать, физически ликвидировать, похищаются мои родственники, пытают их дома в Чечне. И об этом не говорят, по телевизору их не показывают. Вот это все не происходит. Как у других, да, приводят, там, сажают, вот мы тебе это сделаем, мы тебе это фактически рекламируют. Мы их забирают по одному, без там вот этих помпы, видеокамер, там, журналистов. Забрали, запытали, что человек просто на ногах стоять не может, током сутки. Просто не переставая бьют током. И я это потом через какое-то время узнаю, что он даже мне это сказать боится. Потому что у меня нет вообще общения ни с каким из своих родственников. Вообще я от своих все мои родственники, это вот здесь кто есть, мои соратники, это все мои родственники. И мой народ. Остальные у меня уже нет родственников. Поэтому можете всех пытать, зажарить, скушать их. Это я к гибнюкам обращаюсь. Все равно, валлахи, я не перестану. Валлахи. Вам просто, вы их пытаете, жарьте их там, что угодно делаете. Я не перестану. Пока физически вы меня не устраните, я буду продолжать говорить то, что вы делаете, называть преступление преступлением. Пока, даже если я окажусь в постели, инвалидном кресле, я буду разоблачать, слава Богу. Пока этот рот будет работать, я буду вас разоблачать. Павел Рябов. Аслан, люди подписываются, а потом видят, что опасные вещи говорите про эту войну и отписываются. А в войны никто не хочет ввязываться. Я категорически против войны. Павел Рябов. Я об этом неоднократно и всегда твержу. Я категорически против войны. Я против смертной казни в принципе. Я за то, чтобы преступники были названы. И наша страна была деоккупирована. И если я этого не буду говорить, то извините, тогда я делаю свою работу не до конца, а в угоду кому-то, что кто-то испугается говорить. Я говорю о войне, и как вы видели, я только что на русском языке критиковал своих лидеров, которые погибли, до конца выполнив свой долг. До конца. И смыли кровью свои ошибки. Но это не значит, что это не были ошибки. Вот что я хочу сказать. Я не обсуждаю
каких-то посторонних людей, я общественных деятелей, политиков наших, лидеров наших. И точно так же я обсуждаю и Путина, и Патрушева, и про взрывы домов рассказываю. Это, конечно, страшно. Это даже смотреть страшно. Знаете, был такой Абдурахман Авторханов, политолог, советолог, известный человек, который в 1942 году, он был преданным коммунистом, верным ленинцем и так далее, но когда он понял всю преступность вот этого режима, он 5 лет посидел в этих лагерях, его 2 раза чуть не расстреляли, только лишь из-за того, что он не подписал чистосердечное признание, хотя он прошел все пытки, вот этот конвейер КГБшных, НКВДшных пыток. В 1942 году Берия ему дал пистолет и сказал: иди убей Хасана Исраилова. И вот он ушел к Хасану, рассказал ему, что Хасан Исраилов это бывший адвокат, который вместе с другими нашими руководителями, предводителями горную часть Чеченской Республики занимал. И там не появлялись разные эти НКВДшники. Он к нему пришел, и он рассказал все Хасану Исраилову и сказал, что вот он хочет перебраться через линию фронта и хочет в НКВД возвращаться ему уже нельзя, к Берии к ним возвращаться нельзя, потому что будет казнен, так как он должен был или вынудить Исраилова склониться к сдаче, или же убить его. И он перешел к фашистам, не нацистам на сторону, да, они там где-то на Кавказе уже были. И немцы его сразу хотели расстрелять, как красного комиссара. Но там кто-то за него там попросил, немцы пробили, и вот просто чудом его не расстреляли и отправили в Берлин, где он должен был там заниматься какой-то информационной деятельностью по Кавказу. И потом, когда уже в 1945 году к Берлину подошли войска, он перешел на сторону, в зону американской оккупации в Мюнхене, он там похоронен, и он писал разные книги. Его книги, он очень долго занимался, он умер в 1997 году, по-моему, в 1997 он умер году, и вот, грубо говоря, с 1942 по 1997, сколько, 55 лет, этот человек принял решение бороться против вот этой красной чумы, вот этих советов. Сперва он винил во всем Сталина, потом через 3 года он понял, что дело не только в Сталине, а в самой системе, и начал бороться вот против этой системы. Ну, известный человек, его здесь на Западе знают практически все, кто так или иначе касается России, потому что это азы вообще политологии и советологии. И вот его книги, появился сам издат, такое, да, в России было, и вот этот сам издат перепечатывали и его книги, и его разные публикации. Абдурахман Авторханов, один из основателей Радио Свобода. Тогда оно называлось «Освобождение», потом оно переименовалось в Радио Свобода. Он на этом Радио Свобода под разными псевдонимами, вплоть до развала Советского Союза. Я как раз сейчас читаю его одну из последних книг, от Андропова до Горбачева. Тоже очень интересно, увлекательное такое чтиво. Так вот, люди, которые читали, я к чему все это рассказываю долго, люди, которые читали Абдурахмана Авторханова, получали сроки. Кто-то получал, знаете, как брали вот этот сам издат, если там было авторхановское произведение, ну это 3-5 лет, сразу же тебе, бамс. И следователь вот так клал, ну это сам Абдурахман Авторханов пишет, вот так кладет дело, вот сам издат на руку, исследователь, ну, лет 5 весит.
Или года 3 весит. И вот так давали сроки за то, что говорил Абдурахман Ахтарханов. Говорил, печатал, писал Абдурахман Ахтарханов. Поэтому, да, может быть, сейчас, когда я говорю резкие вещи, я иногда и против русских говорю резкие вещи, и некоторые даже мои сторонники высказывали свое недовольство, пока не поняли, почему я это говорю, потому что на нас, на чеченцев, очень много русские это говорили, и я, как чеченец, должен ответить. Но сейчас мне помогают русские в моем этом деле, например, Инна и Андрей Курочкины. И, конечно же, я не говорю про всех русских, и не имею в виду всех русских, когда говорю там русская оккупация, русский терроризм и так далее. Хотя это тоже имеет место. Большинство русских, они имперцы. И вы это все прекрасно знаете. И по поводу отписывания и не отписывания. Может быть, люди отписываются, некоторые боятся смотреть, это я тоже понимаю, но им придется все это смотреть и потом даже, может быть, пересматривать. Потом уже, когда осознание произойдет, что в России приходят времена даже страшнее, чем которые были в советское время. И сейчас это будут массовые расстрелы, массовые репрессии. В ближайшие годы это будет, если русский народ не восстанет, российский народ, а он, скорее всего, не восстанет. И потом появятся люди, которые будут понимать меня, и русские люди в том числе, которые будут мои видео уже обрезать, передавать там и как-то распространять. Поэтому, к большому сожалению, я ничем не могу помочь. Я говорю правду, я говорю, как я ее вижу, как я ее анализирую. И правда, она в России, в стране, где ложь возведена в государственную политику, где за ложь вас не сажают, даже вас не осуждают, просто даже не осуждают за ложь. Вот если вы видели, сегодня я буквально смотрел, как Зеленского, один из редакторов Цензорнет, прямо в лицо ему говорит: вы брешете, брехло, брешете. Президент сидит и слушает. Да, можно сказать, он слабак и так далее. Но я думаю, потому что реально он брешет, Зеленский, где-то в чем-то. Но это говорит о том, что в Украине есть свободные люди, которые смело могут сказать не просто «я тебя обожаю, ты мой великий царь», а могут сказать «ты врешь, прямо ты лжешь, ты лжец, ты мерзавец, ты подонок». А Путин и Патрушев – это подонки и мерзавцы, которые на протяжении вот этого 21 года он и вот эта клика КГБ озолотились, стали очень богатыми людьми. Они передадут, в России дворянство появилось, новый вид сословия, КГБшный вид сословия, которые эти все посты, эти миллиарды передадут своим детям. А русские как были батраками, что сперва холопами в царское время были, да, крепостными. Потом в советское время мы все уже стали, кто стал, кто сопротивлялся, не становился, теми же крепостными. Сейчас снова становятся опять крепостными. Было время, когда вроде бы как демократия была. Поэтому именно из-за этого мой канал и запрещает на территории фашистской России. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Правда, она, когда ее там говорит Навальный, такая полуправда, играя на чувства имперцев, как чеченцы, некоторые наши так называемые оппозиционеры, там разные руководители наши, играют на чувства чеченцев на религиозной почве, потому что это важно для чеченцев. Также для русских важно имперство вот это.
вот играют на вот этом имперстве. Это нравится. А когда уходит какой-нибудь там Стамахин, Борис Стамахин, и он прямо называет вещи своими именами, он говорит: ух, ты что, это режет слух, это больно слышать. Извините, но она, правда, она такая. Ее придется выслушать. Придется выслушать. Ладно, сейчас прочитаю парочку ваших комментариев и закончу свой стрим. Фриман антипатинизм. Воровская, взорвавшаяся ГБшная номенклатура, а лучше сказать политическая шпана в России, ушла в беспредел. Процветает настоящий халуяж судей и холопство депутатов, установивших фашизм в государстве. Да. Русачка гадит. Авторханов был гений, любимый писатель Рональда Рейгана. Именно благодаря его книгам Рейган понял, какие люди живут в СССР и как они рассуждают. Да, именно так. Русачка гадит. Это у нее ник такой, если что. Евгений. Так, это он Русачке отвечает. Послушаем Евгения. Что он говорит? У Авторханова прекрасное видение и ясный слог. Для любого, кто изучает СССР, чтение Авторханова, по-моему, must. Так, почему многие считают, что нельзя говорить правду о тех, кого выбрали в герои? Почему все пытаются оправдать освободительный поход Басаева в Дагестан? Он же не мог не знать о последствиях. Да. Фриман антипутинизм. Джохар осознавал, чем обернется для чеченского народа заигрывание с радикалами, когда в мире идет борьба с международным терроризмом, к которому Кремль хочет привязать чеченский народ, что не понимал Аслан. Так. Цензорнет впервые опубликовали убийство сирийца русскими из банды Вагнера. Ну, самое интересное, что мне говорили, что Цензорнет это такой, ну, того прорусский, что есть такая. Ну вот, исходя из того, что на меня тоже вешают эти ярлыки, я уже начал осторожно относиться. Я смотрю, чем люди занимаются. Если они ведут работу искренне, честно, то мы разберемся. Сами должны определять. Так, Алена Гончаров. Goodbye, friends. All the best. Goodbye, Алена. Всего хорошего. До свидания. Ассаламу алейкум. Аслан хун. Имам Алим Султану. Воузери сандет куи. Ва алейкум ассалам Абдаллах Хатиев. Ишт вайн воузери тербием цавойзерсо. Ишт цавойзерис. Цавойзер. Так, прочитаю последний пост. США, Америка. Отцы демократии трусливо дрожат перед палачами из Кремля, считая новое народоубийство в Чечне внутренним делом Москвы. Ты уже на деле доказал, что Запад дрожит перед колосом на глиняных ногах. Так. Русачка гадит. Ага, ночи ушен. Русачка гадит. Русачка гадит. Ашкит мацахит то. Ночью хирвару разъяснить все. Так, ладно. На этом наш стрим. Так, подождите. Снег на приколе. В даче пожите, боритесь и поборитесь. Обязательно. На этом наш стрим сегодняшний заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все как обычно. Все будет ичкерия да алмула. Спокойной ночи. Бюс де алёль адикёль маш оль. Братья и сестры.